Председатель Китая несколько лет назад объявил о новой экономической стратегии «Один пояс, один путь». И этот проект направлен в том числе и на развитие добрососедских отношений. Кыргызстан уже начал ощущать экономическую выгоду от этой стратегии. В частности, Китай помогает строить крупные энергетические объекты. Это и ЛЭП Даткакемин, и автодорога Север-Юг. ЛЭП Даткакемин уже построена, а стратегическая трасса Север-Юг практически завершена на 75%. Расскажите, пожалуйста, как стратегия «Один пояс, один путь» помогает Кыргызстану и какая роль в этом сотрудничестве отведена проекту «Север-Юг»? Спасибо. Действительно, вы правильно отметили, что инициатива «Один пояс, один путь» была выдвинута председателем Китая господином Си Цзиньпин. Это в 2013 году. И сейчас эта инициатива уже стала самым популярным, самым привлекательным общественным продуктом в мире. Китай подписал соглашение по совместному строительству «Пояс и путь» со 160 странами и организациями. Совместное консультирование, совместное строительство и совместное использование стало золотым принципом реализации этой инициативы. Кыргызстан – важная страна вдоль экономического пояса шелкового пути, является одним из первых сторонников и участников этой инициативы. Благодаря совместному строительству «Один пояс, один путь» между Китаем и Кыргызстаном уже добилось очень много хороших результатов. Как вы уже отметили, ЛЭП Даткакемин – это такая хорошая работа. Благодаря этому проекту энергетическая независимость Кыргызстана обеспечена. Кроме этого проекта еще много. Например, еще новопостроенная больница в Ош. Это тоже очень такая хорошая больница. Специалисты считают, что это самая крупная больница в Центральной Азии, хирургическая. И, конечно, она будет значительно повысить уровень медицинского обслуживания для местных жителей. И еще, например, реконструкция дорог в Бишкеке. И этот проект сделает Бишкек самым лучшим городом по дорожному состоянию среди стран СНГ. И еще, например, автотрассы Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Этот проект в значительной степени повысил способность транспорта Кыргызстана. И, конечно, сейчас мы идем, к проекту альтернативной автодороги Север-Юг. Это тоже один из этих хороших проектов в рамке совместного строительства «Пояс и путь» между Китаем и Кыргызстаном. Чтобы построить эту дорогу, китайское правительство выделило льготные кредиты в сумме 700 миллионов долларов США в рамках сотрудничества ШОС. И мы знаем, что эта дорога является крупнейшим проектом в Кыргызстане в сфере строительства автодорог после приобретения независимости Кыргызстана. И мы знаем, что эта дорога будет значительно сокращать расстояние между Нарынской и Сыкульской областями и другими важными городами на юге Кыргызстана. В Китае говорят, если хотите разбогатеть, в первую очередь надо построить дорогу. И, конечно, мы уверены в том, что эта дорога будет способствовать социально-экономическому развитию Кыргызстана, будет способствовать повышению благосостояния народа Кыргызстана. Мы желаем, чтобы эта дорога стала дорогой развития, дорогой сотрудничества, дорогой дружбы. Основным подрядчиком для проекта была выбрана корпорация China Road. И влияет ли на ответственность то, что корпорация является государственной? Государственные предприятия – это обычно очень крупные, очень ответственные. И эта компания давно уже ведет свою деятельность за рубежом. В Кыргызстане свою деятельность компания China Road начала в 2001 году. И в течение 18 лет эта компания уже выполнила очень много проектов. Некоторые мы уже назвали. Например, Китай, Кыргызстан, Узбекистан трасса. И еще они построили другие трассы. Бишкек-Ош, Ош, Сарыдаш, Иркештан,
и еще Бишкек, Нарын, Тарукат. И многие дороги, они много строят. И они своим успехом уже завоевали признание со стороны правительства Киргизстана и киргизских жителей. И в процессе строительства автодороги Север-Юг компания сталкивается со многими трудностями. Например, суровые природные условия, безлюдные зоны, высокогорье, морозы, лавины, оползни, еще такие. Например, очень короткая сезонность работы, еще нехватка местных кадров, еще сложности в доставке стройматериалов, очень много. Чтобы преодолеть эти трудности, компания проявляет высокий уровень профессионализма и чувства ответственности. Они внедряют новые концепции в проектировании и строительстве тоннелей и эстакадных мостов. Они внедряют новые технологии по укладке. В общем, они решают очень много проблем уже мирового масштаба. И благодаря строительству этой дороги компания «Чайнарод» уже подготовила большую группу специалистов, киргизских специалистов. И сейчас работа идет. Мы, конечно, ждем и желаем, чтобы этот проект завершился с полным успехом. Мы надеемся и желаем, чтобы эта дорога принесла Киргизстану большую пользу. И мы желаем, чтобы эта дорога стала мостом дружбы, стала примером совместного строительства «Пояс и путь». Спасибо.